Гусеницы одинаковые-то. Похожи гусеницы, да? Да. В свои 3 года юный уфимец Миша проводит серьезный сравнительный анализ игрушки и настоящего боевого танка времен Великой Отечественной. От любопытного глаза любителя военной техники не ускользает ни одна деталь. Не такая пушка. Это место в Уфимском парке Победы в последнее время неспроста вызывает особый интерес. Фанаты компьютерной игры Call of Duty заметили в одном из эпизодов танк с надписью «Уфа». Дмитрий! Ready the flamethrower! Как выяснилось, эта боевая машина отнюдь не плод воображения американских разработчиков игры. В процессе ее создания они опирались на реальную хронику военных лет. И действительно, вот эти документальные кадры. Тот самый танк с именем Уфа на броне. Легендарный танк Т-34. Именно такая модификация с пушкой 85-го калибра была куплена уфимскими рабочими для фронта и получила название Уфа. Известно, что эта модель была взята на вооружение Красной армии ближе к концу войны в 1944-м, а уже в марте 1945-го танк с именем Уфа предположительно погиб в Венгрии в операции «Озеро Балатон». Однако ни в одном из республиканских фондов нет документальных источников о происхождении или боевом пути уфимского танка. В Музее боевой славы, например, впервые услышали о нем именно от посетителей, знакомых с компьютерной игрой. Эта информация как начала интересовать людей после выхода игры в танки. Вот там появляется танк с названием Уфа, и поэтому и на самом деле люди начали приходить и спрашивать про этот танк. После этого уже начали мы сами выяснять. Официальные данные искали в архивах, ничего, к сожалению, нет. Ни о командирах этого танка, ни от участников, кто вот воевал. Зато есть точные сведения о том, что жители республики в годы войны собрали деньги и отправили на фронт целую танковую колонну под названием «Колхозники Башкирии». При этом сама техника в Уфе не производилась. Средства на нее копились на специальном банковском счете, а затем были перечислены на завод-изготовитель, вероятно, Челябинский тракторный, и уже оттуда танки отправились на фронт. Это верхняя часть башни танка Т-34. С соблюдением особого режима влажности и температуры в музее хранится фрагмент башни танка Т-34, найденный и привезенный поисковиками из-под Курска. Характер повреждений говорит о том, что экипаж, скорее всего, погиб. В Уфимском музее боевой славы есть специальная компьютерная программа. В веб-камере достаточно показать реальный снимок военных лет, и появляется 3D-модель. Танк Т-34 словно оживает в руках. Можно разглядеть каждую деталь. Телеканалу БСТ удалось разыскать танк с надписью «Уфа». Он стоит под открытым небом в Москве на 41-м километре Волоколамского шоссе. Именно на этом рубеже Красная армия остановила продвижение фашистских войск во время обороны Москвы. Надпись полустерта, но сомнений нет. Это имя столицы Башкирии. Сотрудники музея подтвердили, это боевой танк. Но, к нашему сожалению, реальной связи с Уфой у него нет. Эта надпись была сделана уже после войны для съемок одного из советских фильмов. Данный танк поступил к нам в 1992 году с технической базы Мосфильма. Те данные, которые написаны на башне танка, это слово «Уфа» и номер 24, были нанесены уже на базе Мосфильма при съемках военных фильмов в послевоенный период. Согласно документальной хронике, танк Уфа участвует в боях за освобождение Европы, и его следы обрываются в Балатонской операции. Что стало с боевой машиной и ее экипажем, до сих пор точно неизвестно. Некоторые данные о танке с именем Уфа есть в Национальном музее республики. Здесь показана реконструкция танка Уфа. Танк был куплен на средства рабочих паровозно-ремонтного завода. Его выкупили, скорее всего, на Челябинском тракторном заводе, где производились танки у нас. И оттуда его уже отправлен был на фронт. Один из работников Уфимского тепловозно-ремонтного завода, где собирали деньги на танк, по некоторым сведениям, и возглавил его экипаж. Мы приезжаем сюда, на предприятие, где историей буквально пропитан воздух. Завод, который прежде назывался паровозоремонтным, был основан больше века назад, в 1888 году. И это место напрямую связано с еще одной боевой машиной, которая носила имя Уфа на броне. В годы войны здесь строили легендарные бронепоезда.
Тепловозоремонтный завод расположен в самом центре Уфы, недалеко от железнодорожного вокзала. И кажется, что время здесь будто остановилось, словно попадаешь в другую эпоху. В уютный советский дворик с деревянными, но еще вполне добротными зданиями. Например, это бюро пропусков завода, а вот так выглядит проходная. Со времен Великой Отечественной здесь почти ничего не изменилось. Хотя, конечно, сейчас здесь работают уже на современном оборудовании, сохранились и некоторые детали военных лет. Например, именно на этом станке проверяли колеса для паровозов. Их диаметр был в 2 раза больше современных тепловозных. Это сейчас стало все проще. А паровозы делать были здоровые мужики по 2 метра. С большими кувалдами. Колесо, значит, ставилось сюда, потом вставлялось бандажное кольцо, и пошел стучать. Алексей Спиридонов пришел на завод в 17 лет и уже полвека на рабочем посту. Рассказывает историю строительства бронепоездов для фронта. Здесь до сих пор знает каждый сотрудник. Их называли «крепости на колесах». Состав под названием «Уфа» был собран всего за 8 дней сверх плана. Люди работали в 3 смены. Завод не останавливался ни на минуту. Старые рассказывали. Мы, говорит, выходили наверх, у нас трамваи ходят. С нас грязь текло. Но были мы самые уважаемые люди. Это основной и самый старый цех завода. Сложно представить, но этому зданию больше 130 лет. Именно здесь в годы войны собирали бронепоезда. Заметку о митинге в честь выпуска бронепоезда «Уфа» от 2 июля 1943 года удалось найти в архивной подшивке газет «Красная Башкирия». И вот на площадке станции Уфа собрались рабочие заводов и учреждений города, чтобы передать представителям Красной Армии бронепоезд «Уфа», построенный на средства трудящихся города руками рабочих Уфимского паровозоремонтного завода. Всего за годы войны на заводе были собраны 4 бронепоезда. Наряду с основной задачей – выпуском снарядов. Каждый получил собственное имя. Уфа, Салават Юлаев, Александр Суворов и Александр Невский. В одном из цехов сохранился и до сих пор отлично работает мостовой кран, которым поднимали крупногабаритные детали в ходе строительства бронепоездов. Этот кран был собран силами Уфимского паровозоремонтного завода в 1943 году во время Великой Отечественной войны. На нем нету ни единой сварки, ни единого болта. Все сделано заклепками. Это очень хороший кран. Лучше даже, чем новые краны. Бронесоставы собирали на базе паровоза типа ОВ, народное название «Овечка». Защитные листы делали из высокопрочной башкирской стали, известной на весь Союз. Это так называемая разрывная испытательная машина. На паровозоремонтный завод она поступила в годы войны из США по ленд-лизу. И на ней металл, в том числе стальные листы для бронепоезда, испытывали на прочность. Это паровоз. За ним сцепляется платформа артиллерийские, это танковые пушки 76-миллиметровые. Там были еще зенитные, чтобы с воздухом воевать. В музее завода хранится модель бронепоезда «Уфа» и фотография, на которой его строители. Нам повезло встретиться с одним из них. Николаю Анискину 92 года. Удивительно, но он до сих пор в подробностях помнит, как своими руками вытачивал детали для котла, сердца бронепаровоза. Этот вот станок, вот патрон под сверло, здесь вот детали зажимаются в тиски, раз, и сверлит. На завод он попал 14-летним мальчишкой. В годы войны таких, как он, здесь было большинство. Вспоминает, что в цехах даже пришлось поднять полы, поскольку малолетние работники не дотягивались до станков. А на обед голодные подростки жарили воробьев в заводской печи. Кушать ведь нечего, плохо было. Ходили на вокзал, воробьев ловили, приносили и в печь подвешивали, зажаривали. Вот так вот на 2 станках работал я. Рост не хватало, пол сделали нам выше, чтобы это... Ну, станки здоровые же, а мы были... Здесь же, на заводе, во время войны Николай Николаевич познакомился со своей будущей женой. Чтобы ее взяли на работу, 13-летняя Саша прибавила себе 1 год в документах. После войны они поженились и прожили вместе 70 лет. Она делала ящики для снаряда, а я снаряд тащил.
Так снюхались. Без друг друга. Я не могу вспоминать. Дружили мы. Ну, наверное, никто так не дружил. Любили друг друга. Умерла и я каждую ночь засыпаю, только его вижу, только... Впрочем, дети и внуки не дают ветерану унывать. Утерев слезу, он с гордостью рассказывает, как объездил почти всю страну в статусе почетного железнодорожника. Жалеет лишь, что не доехал до Байкала. Николаю Анискину и таким же, как он, юным работникам тыла, обеспечившим победу, посвящена эта музейная экспозиция. Здесь стоит мальчик, подросток, 14 лет, за станком. Стоит на ящике, потому что не дотягивается до станка. В это время нужно бегать в школу, учиться, но он должен стоять за станком, потому что как мужчин не хватало, женщины, дети, старики, они все работали. Многие из работников паровозоремонтного завода ушли на фронт в составе экипажей бронепоездов. В первые годы войны крепости на колесах, по сути, выполняли роль смертников. Они оставались последними на оборонительных рубежах, сдерживали немецкие танки, отбивались от самолетов. Но уже во второй половине Великой Отечественной бронепоезда поддерживали наступление советских войск. То есть они подходили где-то вот на сложных участках фронта, они где-то там на расстоянии идет бой, и они поддерживали огнем тех, кто идут в атаку, то есть впереди. Именно в таких наступательных боях на Прибалтийском фронте участвовал и бронепоезд Уфа. В архивах Министерства обороны можно найти документы, отражающие его боевой путь. В них он значится под номером 624. Вот, например, схема боевого порядка за декабрь 44-го. Это территория Литвы. Здесь наши бронепоезда стояли на позиции между реками Неман и Вильня. А это военные донесения за тот же период, в которых указывается, по каким координатам велся артиллерийский огонь, а также, например, данные о том, что личный состав бронепоезда Уфа занимался строительством железнодорожных путей при станции Цулмин-Енин. На бронепоезде была еще площадка, где были дополнительные рельсы и шпалы. Это на тот случай, если будет путь поврежден, уничтожен. Интересная деталь. В нашей стране ширина железнодорожной колеи на 37 миллиметров больше, чем в Европе. И для продвижения советских бронепоездов красноармейцам приходилось буквально раздвигать рельсы, перешивать полотном. Известно, что бронепоезда Уфа и Салават Юлаев дошли до Кёнигсберга, а затем уже после возвращения на родину были расформированы. Вероятнее всего, броня пошла на переплавку, а сами составы переделывались под гражданские нужды. Однако существует легенда, что некоторые бронепоезда до сих пор где-то хранятся на случай войны. Но я думаю, что у нас на некоторых железнодорожных разъездах хранятся до сих пор, то есть в закрытых ангарах, вот эти машины боевые. Потому что в случае какая-нибудь там боевая обстановка, не будет вам с электричества ничего подобного, так сказать, чтобы можно было завести электровоз, а паровоз, да еще с пушками, он неплохо ездит. Когда-нибудь найдены боевые машины с именем Уфа на броне или танк и бронепоезд потеряны безвозвратно. Музеи боевой славы допускают, что если в архивах все-таки обнаружатся подтверждающие данные о танке, копию надписи можно будет нанести на идентичную модель Т-34 в городском парке. Это могло бы стать символом памяти о вкладе Уфы в историю Великой Победы.